Доброе утро. Доброе турецкое утро. Привет, доброе. Привет, солнышко. Если солнце вставать не лень. Время 5:20 утра местного времени. И мы завтракаем. Сережа заливает с канистры бензин, потому что он воняет на весь этот автомобиль. И мы сегодня ночевали вот в таком месте, вдоль дороги. Иногда тут проезжали машины. Вот как вот это. И на улице дубак. Дубак вообще капец. У нас в России мы ни разу не замерзали и спали там в шортах и в футболках, а здесь прямо... Вот сейчас поедем в Каппадокию. В сторону Каппадокии. Я нашла здесь родничок. Позавтракав, мы направились в Каппадокию. Нам нужно было проехать 650 километров. У нас пускало переднее левое колесо, нужно было найти шинку. Закончился газ, которым мы заправлялись еще во Владикавказе. Нужна была заправка. Совсем не было связи, нужно было заехать в какой-нибудь город и приобрести симку. И нужен был обменник, так как 950 лир, которые мы получили на сдачу от купленной за $50 страховки на въезде в Турцию, это все деньги, которые у нас были. Это красота Турции. Это неизведанная нами ранее Турция. А еще сегодня был 5-й день путешествия, и проехав более 3500 километров, тело просило водных процедур. И тут на нашем пути, как по заказу, образовалось прекрасное, тихое, чистое озеро. Дерево растет в воде. Bana bir masal anlat baba, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Такой вот у нас обед. Вот в таком месте. Дальше вон там какой-то домик стоит, а дальше горы снежные. Вот около такого красивого озера покушали, помылись в нем, отдохнули и поехали дальше. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme. Доехали мы до шинки, наконец-то. Вон, чё, как он быстро поднял. Arabaya boşal. Ses boş da. Что-то Yok, говорит. karıştırma. Sesi boşalacaksın. Kes. Ha? Tamam. Tamam ver. Что-то они там. Сегодня мы уже качали колесо. Колесо мы качали, но он у нас пускает опять. Сейчас будет человек чинить. Bırakıp gitme sakın beni. Baba bir masal anlat bana, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Короче, у нас эпопея с этим колесом продолжается. Нам тогда не смогли помочь. Сказали, что можно заплатку поставить за 200 лир. Это где-то в районе 800 рублей. Но Сережа говорит, что это бесполезно, потому что там что-то где-то прорвало.
Что-то там жгут надо ставить, что-то там еще. Это кто у нас тут лазит? Эй, с нами поедешь? Кот? Жулька. Ну-ка. Вот они, турецкие дороги-то. Или это было интересно еще в Грузии? Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kursu olsun, şekerle var. Bana bir masal anlat baba, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. О! Что это? О, ничего себе! Вот, пожалуйста. Ну да, у нас была запаска, и мы ее поставили. Забегая вперед, скажу, что через неделю после Денизли мы прокололи еще одно колесо, и до Анталии добирались на проколотом, поставив в него только жгут. И вот нашему взору открылась Каппадокия. Место, где причудливые скальные конусы образовались в результате действия вулканов еще 70 миллионов лет назад, и прямо в скалах вырытые кельи и отели. И розовая долина, с видом на которую обязательно нужно заночевать и проснуться до солнца, чтобы увидеть, как в небо поднимаются десятки воздушных шаров. А еще, согласно слухам, именно в Каппадокии самые красивые закаты и рассветы. Если честно, красивого заката не было, так как были тучи. И рассвета тоже. И шары тоже на утро в небо не поднялись. Но это все равно нисколько не уменьшило красоту Каппадокии и наслаждение нашим необычным путешествием. Для того, чтобы обменять деньги и купить симку, мы заехали в городок Ургюп. Но время уже был 6 час, и все обменники закрылись. И симку мы тоже не нашли. Так что мы до сих пор были без связи, и после 2 заправок у нас оставалось где-то 300 лир. И их вряд ли хватило бы на покупку сим-карты. На горе, с видом на ту самую розовую долину, мы нашли место для ночлега, уютненько расположившись между автодомами французов и поляков. Выдохнув, открыли карты, чтобы понять, сколько нам завтра предстоит проехать до Османии, где должен был состояться татарский национальный праздник Сабантуй. И тут нас осенило. То Османие, что на берегу Средиземного моря, это не то Османие, где будет Сабантуй, а то Османие, где будет, то маленькая татарская деревушка находится рядом с Искишехер. Было решено снова изменить маршрут и ехать на Сабантуй. Вот такой был наш 2-й день в Турции. Утро в Каппадокии было прекрасным, как и все предыдущие и все последующие рассветы нашего путешествия. Когда мы проснулись, вокруг было уже много людей и машин, тех, кто приехал сюда встречать рассвет, и тех, кто здесь ночевал. Мы позавтракали, полюбовались видами, пофотографировались и построили маршрут до Османии. Заодно и в Анкару решили заехать. Че, в путь-дорогу? В сторону Анкары? Поехали. Город, значит. И черепаха переходит дорогу через пешеходный переход. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbül. По дороге вдали увидели какое-то озеро и решили остановиться. Мы подошли, ехали в Анкару, ехали, свернули в другой путь и заехали вот... Тут мороженки, что ли, продают, да? Туз Кули. Дип аталган место Туз Кули. Типа соленое озеро.
Озеро соли. Вот такое вот место прикольное. Вот такой местный Эльтон. Розовая соль. Куча туристов. Соленое озеро. Озеро соленое. Просто все озеро соль. Конечно, вот маленькая есть вода. Заезжаем в Анкару. Анкара приветливо встречала нас дождем, который сбивал городскую жару приятной прохладой. В поисках обменников мы оказались в самом центре столицы Турции. Мы ходим по центру Анкары. По центру. О, и фроше. Прикольно. По центру Анкары, значит, мы ходим. Тут вот такой город. Такой движ, блин. Как будто где-нибудь в Бангкоке, короче. Вообще. Зашли мы покушать и попить вкусного турецкого кофе. О, это вообще круто. Сидим мы где-то в Анкаре. Вот такой вот вид. Это вообще круто, конечно. Да, Сереж? Вот такое вот место у нас. Мы попили кофе, перекусили, наконец-то обменяли деньги. А вот симку так и не купили, так как самый дешевый вариант тарифа стоил 3000 рублей. Мы подумали, зачем нам симка, ведь в Турции мы будем находиться не дольше 5 дней. Наивные. Мы подключили роуминг своего российского оператора. По итогу расходы на связь составили 3150 рублей. Причем интернетом мы пользовались через день. Короче, если что, берите местную симку. Hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Ближе к вечеру доехали до Османии, татарскую деревню, в которой завтра должен состояться сабантуй. «Сіз татарма?» – спросила я двух дедушек у мечети, выйдя из машины. «Татар», – ответили они удивленно. «Сабантуй мында буламы?» «Мында була. Иртеге». Подготовка к празднику шла полным ходом. Мы познакомились с руководителем местного татарского центра Вахитабы и с Фархатабой, который долгие годы руководил центром. Они пригласили нас в дом, накормили. Вахитабы сам приготовил для нас турецкий кофе. В Турции говорят, что если хозяин дома лично готовит для тебя кофе, значит он принял тебя как уважаемого гостя. Это очень приятно, ведь по сути мы простые путники, мусафиры, которых никто не знал, никто не ждал. Но оказание всяческих почестей гостям и странникам, уважение и доброжелательность по отношению к путешественникам – старинная традиция нашего народа. Мы бесконечно благодарны татарам Турции за такое гостеприимство. Ихластан, рахмет сизге минем газиз татарларым. Хозяева любезно предоставили нам ночлег. Подходил к концу 6-й день нашего путешествия, и мы первый раз за все это время ночевали не в машине, а на кровати в горизонтальном положении. Сегодня мы проснулись в Каппадокии, ходили по розовым залежам соленого озера, обедали в Анкаре и ложились спать в маленькой татарской деревне, незнакомой, но такой родной нам страны. И это было настоящее наслаждение. Наслаждение жизнью. Доброе утро. Приехали мы вчера в татарскую деревню Османия, которая находится в Искешахарском районе Турции. И нас председатель татарского культурного центра заселил спать вот в такое вот место. Мы просто завалились, как снег на голову. Это мы уже чай пьем. Тут там наши вещи ночевали. Доброе утро. Такая вот комнатка. Мы здесь сегодня ночевали. Это вообще, конечно, круто. Сегодня первый раз ночевали за
неделю, 7-й день зимнего путешествия, и мы ночевали в постели. Bizning hallar şolay. Hazır avullarda oranlarında geliyoruz. Дальше Вахид Абы провел экскурсию для нас и гостей Сабантуя. Руководитель татарского центра рассказал историю деревни, быт здешних татар, показал мечеть, здание культурного центра, в прошлом школы. Татары сюда переселились еще в XIX веке из Оренбурга. В деревне, где еще пару десятков лет назад кипела жизнь, сейчас постоянно проживает 30-40 семей. Летом население становится больше. Из городов приезжают. Те, которые здесь живут, они родились в этой деревне. Здесь выросли, но они разговаривают на татарском языке, чтят традиции своего народа, проводят национальные праздники, слушают татарскую музыку. Как отрадно это знать и видеть воочию. Сабантуй в Османии проводят с 90-х годов прошлого столетия. На праздник всегда приезжают представители из Татарстана и местных властей. Вот и в этом году полными автобусами татары, живущие в Стамбуле, Измире, Анталии, приехали, чтобы отметить этот национальный праздник. После праздника выдвинулись дальше, в прекрасный город Искешехер. Вот такие вот улочки. Тут маленькие, узенькие, выложенные такими вот прикольными камнями. Hazin bir siyah boyandı bulutlar, ikimize ağlar bu nazlı yağmurlar. Umudum azaldı, geçiyor zamanlar, ayrılık efendi, kulu biz aşıklar. Ellerin avucumda soldu, yaralı bir ürkek kuştu biten. И работает он до 5. Круто. Çırpınıp uçtu, yolun açık olsun demek isterdim. Boğazım düğümlü. Доброго дня. Как дела? Что тут? Крымские татары обитают. Вот одну порцию чебурек заказали. Одну порцию. У крымских татар. Например, с солеными огурцами и со сметаной. И чай. Вот. Вот так вот? Ну, что-то типа подобия. Помогают? Соус вкусный. И чаечок. Чаечок. Чаечек. Ты скажешь меня? Ты снимаешь меня, что ли? Погуляв по Искешехер пару часов, поехали в сторону Стамбула. Когда дорогу покрыли ночь и начавшийся дождь, и уже ничего не было видно, мы решили остановиться и улеглись спать на пригорке недалеко от Сакарии, с видами на озеро Сапанджа и отражавшихся в нем городских огней. Что-то мы прям припаркануться не можем тут в центре Стамбула. А это пельмени, чтобы вы знали. Все человечество планеты в одной точке. Тихая и спокойная деревушечка. Мы оставили машину на территории фонда и пошли гулять. Дошли до Галата-порта. В Стамбуле 3370 мечетей. У Айвазовского есть картина с изображением мечети Уртакы. За 100 с лишним лет изменилось многое. 15 веков она поражает своими масштабами и величественной красотой.